Всем доброе утро! Начинаем день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре 3 августа и в студии Полина Долинская. Наша съемочная группа сделала все для того, чтобы рассказать вам самые свежие и актуальные новости. И сегодня в течение нашего эфира мы поговорим о том, как проходит 5-й соревновательный день международных игр «Дети Азии» и какими успехами встречает его сборная Якутии. Лето – сезон строительства. Если вы являетесь собственником земельного участка, самое время подумать о строительстве своего дома. Что необходимо учесть и куда подать документы? Об этом поговорим с нашим гостем. Как прожить историю города за несколько часов? В Якутске стартовали иммерсивные прогулки. Какие тайны хранит один из старейших городов России и как стать экскурсоводом? Ответим на все ваши вопросы. Будьте с нами в течение всего эфира, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Задавайте свои вопросы нашим гостям. Присылайте поздравления по номеру 8 914 273 44 88. Ну и вначале, как обычно, мы поговорим о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 16-18 градусов со знаком «плюс». В заречной группе от 15 до 20 градусов тепла. В южных в это утро в Алдане плюс 13, в Нирингре плюс 16. В Вилюйской группе от 14 до 19 градусов тепла, в Нижнеленских от 10 до 16. В западных 15-18 выше 0, в Колымын-Дигирской группе улусов в это утро прохладнее в Чукурдахе, плюс 9 градусов, плюс 19 в Зырянке. В Янских от 8 до 10, на северо-западе от 6 до 7 градусов выше 0, а в городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 18 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают дождь, возможно гроза. Ветер переменный с порывами от 2 до 7 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Август – идеальное время, чтобы насладиться теплыми деньками и восстановить силы перед осенью и зимой. Достаточно взять хотя бы несколько дней, ведь своевременный отпуск снижает уровень стресса и улучшает самочувствие. И весь этот вайб начинается уже с территории аэровокзала. Для многих аэропорт ассоциируется с отдыхом, спокойствием и хорошим настроением. В этом году аэропорт Якутск отмечает свое 25-летие. И в рамках этой юбилейной даты здесь провели большую работу для удобства жителей и гостей столицы. А наш коллега Дмитрий Тымыров съездил в аэропорт. Безбарьерную среду аэропорт Якутск стал развивать с 2012 года. На сегодня здесь, в 2 терминалах, международном и российском, созданы все условия для маломобильных групп населения. Более подробно сейчас расскажем в нашем сюжете. Так, с 2019 года для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в аэропорту Якутск круглосуточно работает медицинский пункт под ведомством Якутской городской больницы номер 2. В летнее время, да, конечно, это более такой период, когда много улетает, много там людей. И маломобильные тоже, конечно, их больше становится по сравнению с зимой или осенью. Здесь все-таки мы как бы на дежурной смене, мало ли здесь телефон, что может случиться, могут нас вызвать по аэропорту, там кому-то плохо станет. Оснащение медпункта соответствует пропускной способности аэровокзала, его статусу и классу. Все подъездные пути к аэропорту Якутска, а также здание аэровокзала, гостиницы «Лайнер» оборудованы пандусами и поручнями. При входе в здание имеются кнопки для вызова сотрудника, который окажет необходимую помощь. В этом году мы сделали по парковке места, да, то, что у нас на вокзале, это, естественно, уже было, но мы добавили еще. Хочется отметить, что начиная с 2015 года, если мы статистику проводим каждый год, да, начиналось у нас с 2500 маломобильных пассажиров, то сейчас это приближается уже практически к 5000.
Также здесь организовали место для выгула собак-поводырей, чтобы было комфортно не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и для животных. Это место расположено на территории аэровокзального комплекса. В целом созданными условиями люди довольны. Мы доехали очень хорошо. Нам очень повезло. Нас обслуживали. Доехали мы легко по всем пандусам. Все, дорога устроена хорошо. А вы сами сейчас куда летите? В отпуск летите или к себе на родину? Себе на родине Сундары. Между тем, благоустройство аэровокзального комплекса на этом не заканчивается. Как отметила заведующая комплексом, в этом году в рамках юбилейных мероприятий посадили еще больше цветов, чем в предыдущем. Каждый год мы высаживаем более 5500 цветов. И каждый раз мы стараемся что-то привнести новое. Каждый год у нас предназначен какому-то событию, какому-то юбилею. Поэтому мы стараемся не повторяться в своих композициях, что касается цветов и благоустройства. Да? На 75 лет Победы вот мы старались что-то сделать с Победой. Год здоровья мы в прошлом году посвятили это нашим медикам, которые доблестно, да, нас спасали от коронавируса, была посвящена композиция им. Ну а в этом году у нас 25 лет нашему аэропорту, поэтому мы вот сделали такую композицию как бы для нашего любимого аэропорта. Наш любимый «Орел», 25 лет. Так что сегодня находиться на территории аэропорта Якутск стало еще комфортнее. И самое главное, везде могут получаться хорошие фотографии для социальных сетей. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Лето – это сезон строительства. Если вы являетесь собственником земельного участка, самое время подумать о строительстве нового дома и регистрации прав на него. А вот с чего начать? Что необходимо учесть? Как и куда подать документы? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Расскажет нам об этом специалист первой категории Центра «Мои документы» Марина Степанова. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот с чего нужно начать строительство дома, кроме того, что мы приняли такое решение? Как вы сказали, если вы являетесь собственником земельного участка, если земельный участок у вас подходит по категории, то есть это ИЖС, ведение садоводства, либо ведение личного подсобного хозяйства, вы собираетесь только начать строительство, либо уже построились, необходимо начать с подачи уведомления о планируемом строительстве. После получения уже уведомления о соответствии, непосредственно необходимо начать само строительство, если оно только запланировано. Хочу отметить, что уведомление сейчас выдается сроком на 10 лет, в отличие от старого разрешения на строительство, которое выдавалось на 3 года. То есть, если, например, в силу каких-то обстоятельств вы передумали строиться, отложили свое строительство, то у вас есть достаточно времени, чтобы его продолжить. А вот как вот этот документ принести, вот, подтвердить свое намерение, что я планирую строиться? Мне нужен какой-то план или что? Для того, чтобы только подать уведомление о начале строительства, вы предоставляете только личные документы. По документам, небольшой пакет документов, достаточно будут документы, которые подтверждают личность, это паспорт, либо свидетельство о рождении. Во-вторых, если представитель, то это простая доверенность может быть. Если обращается юридическое лицо, это может быть акт о назначении руководителя, либо также простая доверенность на бланке организации. В-третьих, необходимо предоставить документ, который подтверждает право пользования земельным участком. Это может быть выписка из ЕГРН, либо иной документ, договор аренды, договор субаренды, договор безвозмездного пользования таким земельным участком. И само уведомление. Само уведомление, если вы подаете через наши центры «Мои документы», помогает заполнить наш специалист. В самом уведомлении, помимо сведений о застройщике, о земельном участке, обязательно указываются параметры объекта строительства. Это высота, площадь, этажность обязательно. И прикладывается схематичное изображение планируемого дома. То есть нужно изобразить, как ваш дом будет стоять на вашем земельном участке. То есть он может быть в центре, он может быть сбоку стоять. Если есть документы с изображением такого дома, можно предоставить. Это может быть топосъемка, схема, либо градостроительный план.
То есть это, в принципе, тот пакет документов необходимый, который нужно предоставить. Да. Это можно сделать, нужно сделать только при личной встрече, придя в МФЦ, или же это как-то можно сделать дистанционно, электронно? Сейчас, да, можно подать в бумажном виде, можете подать и в МФЦ. Предварительно можно записаться на нашем сайте mfcsaha.ru. Также для удобства граждан услуга предоставляется в электронном виде. Это через региональный портал e-yakutia.ru. Для этого вам необходимо будет иметь учетную запись, подтвержденную на портале госуслуг, и приложить фото, либо скан необходимых документов. Это делается только в МФЦ? Нет, также в МФЦ в Госуслуги? бумажном виде, либо e-Якутия, электронный вид. Что нужно сделать, если, допустим, вот уведомление о строительстве, оно по каким-то причинам утеряно? Его как-то можно восстановить или можно предоставить какой-то взаимозаменяющий документ? Если само уведомление о соответствии было утеряно, либо по каким-то причинам вы его вовремя не получили в срок, как результат услуги, вам необходимо обратиться напрямую в орган. Это департамент градостроительства, он находится по адресу Октябрьская, 20/1, кабинет 204. А есть ли еще какие-то необходимые нюансы тем, кто как раз-таки планирует строительство? Хочу отметить, есть нюанс. Если вы собираетесь строиться, либо построились и не используете кредитные средства, не используете средства материнских капиталов, если ваш дом построен в соответствии с нормами, с правилами застройки землепользования, в этом случае вы можете уведомление не подавать, у вас может быть упрощенный порядок регистрации прав. Это в рамках дачной амнистии, которую продлили до 1 марта 2026 года. Как вообще граждане восприняли вот эту вот возможность? Часто ли они подают сейчас как раз-таки такие заявления? И вообще актуально ли строительство у нас сейчас в нашем современном мире? Тема очень актуальна, строится. Сейчас многие подают упрощенную систему, это люди, которые уже построились. То есть у них есть уже старые дома, в которых они уже живут, возможно, но не успели в свое время оформить право собственности. Поэтому для них именно вот по дачной амнистии упрощенной, они подготавливают уже технический план у кадастрового инженера и обращаются по услугам управления Росреестра. Марина, большое спасибо. Действительно, это очень полезно. Так что, друзья, имейте в виду, ну и, конечно же, не проморгайте вот такую замечательную возможность для того, чтобы жить в доме, который приносит вам только радость. Мы двигаемся далее. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Авиапассажирам с детьми предлагается гарантировать бесплатный выбор мест в самолете. Госдума рассматривает такой законопроект. В настоящее время вопрос выбора места регулируется федеральными авиационными правилами, согласно которым перевозчик принимает все возможные меры. Однако это не дает безусловное право на совместное размещение. Тем более выделение мест, на которых перелет пассажира с ребенком будет максимально комфортным и безопасным. Памятку о безопасности школ хотят выпустить к сентябрю этого года. Создать подобный единый документ предложили в Совете Федерации. Такая мера необходима для исключения противоречий в актах и улучшения охраны дошкольных и образовательных учреждений. Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова также сообщила, что половина школ и детских садов в России не отвечает требованиям антитеррористической защищенности. Образовательным учреждениям не хватает металлодетекторов, сигнализации и тревожных кнопок. По подсчетам, на эти цели необходимо около 42 миллиардов рублей. Дан старт автопробегу «ГАЗ в моторы-2022». Маршрут автопробега Владивосток, Санкт-Петербург, где северная часть дороги пройдет по территории Якутии. 8 августа ожидается приезд автоколонны в Нерюнгринский район, 10 августа в столицу региона и 13 августа пробег по территории Якутии финиширует в Ленске. Цель пробега – популяризация применения природного газа в качестве автомобильного топлива. Республика является одним из немногих регионов, которые сегодня активно занимаются развитием газомоторного топлива республики. Это у нас и с 2000-х годов использование сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива, так называемый пропан-бутан.
Сегодня у нас активно развивается и потребление метана. Из государственного бюджета республики сегодня выделены финансовые средства для субсидирования, перевода транспортных средств на газобаллонное оборудование. То есть сегодня физические лица и юридические лица могут получить субсидии до 90% возмещения затрат на перевод транспортных средств на газобаллонное оборудование. 3 августа 1492 года началась первая экспедиция Христофора Колумба. Мореплаватель на судах «Санта-Мария Пинта Нинья» вывел корабли из гавани испанского города Палас-де-ла-Фронтера. Опираясь на античные учения о шарообразности Земли и неверные расчеты ученых 15 века, путешественник рассчитывал открыть кратчайший морской путь из Европы в Индию. От Канарских островов экспедиция повернула на запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. Этот день стал официальной датой открытия Америки. О других датах и событиях расскажет наша традиционная рубрика. На календаре 3 августа. Сегодня отмечают День арбуза, День поцелуев с зеркалом, День кучки орехов. Народный праздник Ануфрий Молчаливый. В этот день на Руси почитание Ануфрия Молчанника проходило непривычным образом. Люди работали, но и все действия выполняли молча. Ни единого лишнего слова не произносилось. А если уж и надобно было что-то сказать, старались обойтись 1-2 словами, не более. Если ночь на Ануфрия Молчаливого свежая и прохладная, значит зима наступит рано и будет холодной и долгой. В этот день началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет. В 1916 году на воду был спущен ледокол «Святогор», один из первенцев ледокольного флота России. В Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция на 6000 номеров, построенная при содействии шведской фирмы «Эриксон». В 1980 году в Лужниках прошла торжественная церемония открытия 22-х Олимпийских игр в Москве. В этот день родились Борис Курчатов, советский ученый-радиохимик, доктор химических наук, профессор, брат Игоря Курчатова. Дональд Биссет, английский детский писатель, художник, киноактер и театральный режиссер, мастер короткой сказки с неожиданным сюжетом. Анатолий Алексин, русский, советский и израильский писатель, сценарист и драматург, автор книг для детей и юношества, общественный деятель. Мария Биешу, молдавская и советская оперная и камерная певица, педагог, народная артистка СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. Николай Бурляев, советский российский актер и кинорежиссер, народный артист России, лауреат премии Ленинского комсомола, член Союза писателей Российской Федерации. Именины отмечают Ян, Федор, Теодор, Семен, Роман, Петр, Иван, Егор, Евгений, Георгий, Анна. В первый день соревнований по дзюдо сборная Якутия все же осталась без медалей. В шаге от бронзовой награды остановился Артем Кутлеев. Борьба на татами развернулась серьезная. Каждая команда выставила лучших спортсменов. Но у нашей республики еще есть шансы получить медали. Впереди еще 2 дня схваток, в которых из каждой на татами выйдут по 3 якутянина. Представитель команды Якутии Дамдендорж Камбандорж считает, что главная проблема спортсменов в волнении. Сам Камбандорж – участник 2 игр «Дети Азии», но главное отличие нынешних соревнований от предыдущих – это место действия спортивных событий, поскольку раньше игры были домашними, а сейчас у многих участников это первые выездные международные соревнования. У нас сегодня первый день, и у них, конечно, именно волнение, вот этот предстартовый стресс, оно переполняет, они осторожничают, они перестаивают и уступая там больше вот за счет того, что психологически немножко они были подавлены. Но тем не менее вот у нас мальчишка Артем Кутлеев боролся за бронзу, проиграл там достойному сопернику, поэтому вот в шаге остались сегодня. Завтра и послезавтра, надеюсь, что будет у нас уже получше картина.
А накануне завершился финальный соревновательный день по легкой атлетике в рамках международных спортивных игр «Дети Азии». Легкоатлеты принесли в копилку сборной Якутии 13 медалей. О том, как проходили состязания, в материале наших корреспондентов. Первый соревновательный день и сразу 2 медали. Даниил Володин и Валентин Васильев завоевали серебро и бронзу в национальных прыжках КылЫ, продемонстрировав технику и мастерство якутской школы легкой атлетики. Как отметил тренер, ребята показали свои личные рекорды. Первая задача была так выполнить свой личный рекорд. Мы это поставили. И еще второй цель это была рекорд республики. Рекорд игр «Дети Азии». Ну вот, как вы видите, тут парень с Приморского, да? Приморского, прыгнул 40-90. А наш прыгнул 40-50, что-то немного не хватило. Кроме якутских прыжков, в борьбу за медали вступили бегуны на 100, 400 и 3000 метров у юношей и девушек, а также прыгуны в высоту и длину. Спортсмены республики были представлены в каждом из забегов, однако до медалей никто из них так и не добрался. Долгожданное золото в копилку сборной Якутии на второй день легкой атлетики принесла бегунья Аксинья Панова. В беге на 100 метров с барьерами она уверенно лидировала с результатом в 14,86 секунд, обновив свой личный рекорд. В этот же день прошли соревнования в беге на 100 и 110 метров с барьерами, а также 200 метров и 800 метров. В соревнованиях по якутским прыжкам из тенга среди девушек серебро завоевала Ксения Калачевская. А вот среди юношей вновь серебро и бронза у героев вчерашнего дня Даниила Володина и Валентина Васильева. Итог второго дня – 4 медали у легкоатлетов. Было эмоционально тяжело. Я знала, что буду первая. Я готовилась к этому эмоционально и физически. Тренировки были очень тяжелые. Мне было не то чтобы тяжело настроиться, я просто знала то, что если я хорошо настроюсь, что тут рядом мой тренер, который всегда меня поддерживает и эмоционально со мной, я чувствовала это, скорее всего. Благодаря ему я сейчас здесь стою перед вами и выиграла. Третий соревновательный день также начался с побед для якутян. Нерюнгринец Артем Балан завоевал серебро в беге на 400 метров с препятствиями. Немногим позже его соотечественник Даниил Володин взял золото в якутских прыжках-кобах, побив рекорд предыдущих игр. Результат обладателя медали высшей пробы – 34,61 метр. Ощущения очень рисуются. Я очень всегда рад. Соперники хорошие, выложились на все 100%, считаю. Соперники. Еще одну медаль, бронзу, в прыжках завоевал Валентин Васильев. А в сумме троеборья якутяне также взяли 2 бронзы и 1 серебро. Таким образом, легкая атлетика для сборной Якутии на Детях Азии становится самым результативным видом спорта. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Владивосток. Пятый соревновательный день 7-х спортивных игр «Дети Азии» завершился зрелищными соревнованиями по брейк-дансу. На танцевальную площадку вышли сильнейшие спортсмены России и мира. Подробности в следующем сюжете. В 2020 году брейкинг вошел в программу Олимпийских игр, а сегодня на центральной площади Владивостока состоялись турниры по танцевальному спорту в рамках 7-х спортивных игр «Дети Азии». Сегодня сборная Якутии выступила в одиночных состязаниях. Республику представили танцоры Варвара Юдина и Александр Щукин. Мы уже начали работать уже плотно. У нас были отборочные в прошлом году в декабре. И именно по возрастной категории вот наши ребята, которые прошли отбора потом, и те, кто приехали сюда представлять нашу республику. Вот так вот. И у них были сборы. Брейкинга, как вы знаете, первый раз вообще вот именно на такой международной арене именно у нас. Несмотря на усиленную подготовку перед соревнованиями, танцоры из Якутии в четвертьфинале уступили приморцам и танцорам из Сибири. Всего на соревнования по брейк-дансу прибыли 8 команд. Очень здорово, что вообще расширяется наша олимпийская семья. Мне от этого очень радостно. Я вот там вчера и баскетбол, допустим, там 3 на 3 смотрела и тоже восхищена этим. И вот брейк-данс, я думаю, что там, наверное, еще будут развития в дисциплинах. Думаю, что как раз-таки Дети Азии для всех видов спорта, которые включены, являются очень хорошим трамплином.
Завтра соревнования по брейкингу продолжатся. На танцевальный корт выйдут для командных баттлов. А это значит, что у якутских есть еще один шанс показать себя и завоевать медали спортивных игр «Дети Азии». Лидия Гасанбалаева, Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Владивосток. Спортивные игры «Дети Азии» – это не только победа и поражение, но и большой труд, который зачастую остается без должного внимания. Это труд сотен и тысяч волонтеров, которые безвозмездно помогают в организации игр. Наши корреспонденты пообщались с волонтерами главного штаба международных игр «Дети Азии». Я занимаюсь добровольчеством очень давно. Наверное, самым первым крупным мероприятием в моей, скажем так, добровольческой карьере был чемпионат мира по футболу 2018 года. Я сама из Ростова-на-Дону, приехала сюда с Донских полей. И это был моим первым опытом и сразу таким крупным международным. То есть, почему решила приехать сюда? Во-первых, Владивосток, меня очень заинтересовал этот город, потому что совсем другая, скажем так, страна нашей необъятной страны. И вдобавок мне очень давно не было крупных событий спортивных, которые были бы интересны. Проходила отбор по программе мобильности. Программа мобильности – это комплекс мероприятий, который обеспечивает определенное количество волонтеров, самых прекрасных и лучших, потому что мы проходим очень серьезный отбор. Это различного рода тесты, это наличные качества на знание иностранных языков и действительно еще и интервью. К тому же нужно иметь очень большой волонтерский опыт, который у меня есть. Какой у вас опыт? Вообще волонтерство, я думаю, что это вообще свобода души человека. И мне кажется, свойственны качества как взаимопонимание, взаимопомощь, доброта. Этими качествами мы все обладаем, и всем этим занимаемся с детства. Но волонтерством я занимаюсь с 2017 года. Я даже была за границей, за рубежом на юношеских олимпийских играх в Швейцарии. Я приехал из Омана. На моей родине, в Катаре, также проводится очень много спортивных мероприятий, на которых я работал волонтером. Помимо этого, я работал и на чемпионате мира по футболу 2018 года. На мой взгляд, волонтер – это тот, кто ничего не ожидает взамен своей работы. Он все делает от чистого сердца. Безусловно, я очень рад работать здесь, во Владивостоке. Дети Азии – это настоящий праздник спорта. Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни. Она делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно улучшает его здоровье и позитивно влияет на продолжительность жизни. Смотрите нашу рубрику «Мой доктор», и вы всегда будете здоровы. Доброе утро! Физическая активность – одна из главных составляющих здорового образа жизни. Малоподвижный образ жизни – это 4-й по значимости фактор риска смерти во всем мире. Если человек проводит более 6 часов в течение дня в положении сидя или лежа, у него выше вероятность развития сахарного диабета 2-го типа, ожирения и таких сосудистых катастроф, как инфаркт миокарда, инсульт. Между тем, пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в жизнь каждого из нас. Многие длительное время находились дома и набрали лишние килограммы. Сегодня физическая нагрузка – обязательное условие здорового образа жизни, особенно для жителей города. Чтобы избежать развития гиподинамии и снизить риск смертельных болезней, вы должны выработать привычку – быть активным хотя бы 30 минут в день, максимальное число дней недели. Норма умеренной физической активности для здоровья – это 150-300 минут в неделю. Это может быть ходьба, зарядка, тренировки дома или в фитнес-центре. Если вы выбрали, например, ходьбу, то можно ставить цель по количеству шагов или пройденному расстоянию. Используя для измерения шагомеры, фитнес-браслеты или приложения в смартфоне. Когда мы говорим о пользе активного образа жизни, мы подразумеваем любую физическую активность. От подвижных игр с детьми, обычных прогулок или легких пробежек до увлечения экстремальными видами спорта или участия в марафонах. Все зависит от вашего состояния здоровья, прошлого опыта занятий, физической формы. С чего лучше начинать заниматься?
Заниматься оздоровительной физической культурой можно в любом возрасте и людям с разным состоянием здоровья. Однако начинать занятия лучше с консультации лечащего врача и минимального медицинского обследования. Хронические заболевания для безопасности занятий требуют соблюдения рекомендаций врача и выполнения специально разработанных упражнений. Если вы планируете занятия спортом или более интенсивные нагрузки, то визит к врачу обязательный, даже если вы считаете себя здоровым человеком. Необходимо провести дополнительные обследования, нагрузочные тесты, чтобы убедиться, что выбранный вид спорта вам не противопоказан. Только регулярные занятия принесут результат. Разминаться можно во время похода в магазин, прогулки с ребенком. Старайтесь забыть про лифт. Поднимайтесь по лестнице пешком. Если вы работаете, то хотя бы одну остановку проходите пешком, тем более при хорошей погоде. Длительные прогулки на свежем воздухе вдвойне полезны. Для тренировки на улице не забывайте про правильную одежду и обувь, соответствующую сезону и погодным условиям. А также берите с собой бутылочку воды. Для тренировок дома позаботьтесь о безопасном месте для занятий. Приготовьте коврик и полотенце. Используйте бутылки с водой или крупой для утяжеления. Обеспечьте доступ кислорода. Откройте форточку или окно. Также пейте больше жидкости и старайтесь заниматься в красивой, яркой спортивной одежде и обуви, что также положительно сказывается на вашей мотивации и регулярности нагрузок. Желаю вам позитивного настроя и активного образа жизни. Работая за ноутбуком на работе, в отпуске или дома, иногда мы сталкиваемся с такой неприятностью, как проливание жидкости на устройство, будь то ноутбук, телефон или планшет. И многие до сих пор не знают, что делать в таких случаях. Так как гарантийному ремонту залитые устройства не подлежат, то лучше предотвратить сильного окисления платы и окончательный выход из строя ноутбука. Наши полезные лайфхаки помогут вам избежать финансовых трат и спасти технику. Такое бывало с каждым. Вы очень осторожно пьете за компьютером кофе или любой другой напиток, как внезапно все проливается прямо на клавиатуру. Первым делом не надо паниковать. Выключите компьютер и отключите его от всех источников питания. Если вы работали за ноутбуком, при возможности вытащите аккумулятор. Не поддавайтесь желанию вытереть клавиатуру. Лучше положите на нее чистое полотенце. Если вы будете тереть, то можете загнать влагу глубже в устройство. При возможности переверните ноутбук и оставьте его так лежать, чтобы из него вытекло максимум жидкости. Если вы пролили очень много, то лучше отнести его в ремонт. Ну или можно просушить самим. Для этого вам понадобится вентилятор и коробка под размер ноутбука. Положите на пол вентилятор, накройте его картонной или пластиковой коробкой и проделайте в ее верхней и боковых стенках большие отверстия. Накройте коробку полотенцем и положите на него ноутбук клавиатурой вниз. Включите вентилятор, чтобы устройство окончательно просохло, но при этом не оставляйте его без присмотра надолго. Воспользоваться ноутбуком можно будет только после 48 часов. Проверьте работу устройства и скопируйте важные данные на другие носители. Берегите свои электронные носители и гаджеты и желательно не пейте воду или любые другие жидкости перед компьютером или во время работы за ноутбуком. Мы продолжаем цикл рубрик, посвященных к столетию якутской автономии. Сегодня рубрика будет посвящена выдающейся личности якутского народа, сыну народа Саха Максиму Авонсову. Он оставил неизгладимый след в истории не только якутского народа, но и народа Казахстана и Кыргызстана, где довелось ему работать в качестве партийно-государственного руководителя. Доброе утро, меня зовут Туяра Павлова, и мы продолжаем рассказывать о важных вехах развития нашей республики. Мы, люди современного 21 века, поражаемся, насколько уникальными были люди, стоящие у истоков государственности нашей Якутии. В 1932 году Максима Кировича Амосова направили на работу в Казахстан. Условно, годы его работы можно разделить на два этапа. Это работа первым секретарем Западно-Казахстанского обкома ВКПБ, куда его направили в годы реализации коллективизации, работы руководителем
Карагандинского и Северо-Казахстанского обкома ВКПБ. Это были годы развития индустриализации в Казахстане. Благодаря своей кипучей энергии и ясно поставленным целям и задачам он добился хороших результатов. Он вернул веру в советскую власть, он сплотил вокруг себя соратников. За короткий срок в родные аулы вернулось 20 тысяч колхозников-казахов. Итогом 1933 года по показателям сельской хозяйственности область вышла на передовые позиции в Казахстане. Тем, как ставить вопрос о добыче эмгинской нефти, Максим Кирович основательно изучил книгу академика Губнина «Ученые о нефти». К концу второй пятилетки нефтепровод вступил в строй. Особое внимание Максим Кирович уделял Караганде, центру угольного бассейна. Уже в 1935 году в этом городе работали первые механизированные шахты, были построены двухэтажные дома с водопроводом, новые школы и новые больницы. И в Караганде именно под руководством Максима Кировича Амосова была построена ГРЭС. Именно в Караганде под руководством Максима Кировича Амосова был построен коксохимический завод и Карагандинская ГРЭС. Это была рубрика «Столетие ЯССР». До новых встреч! В Якутске в этом году стартовал уникальный проект исторического парка России «Моя история» – спектакли-прогулки в наушниках. Такие иммерсивные спектакли, где зрители участвуют в действии или само действие разворачивается прямо на улице, несколько лет идут в крупнейших российских городах. В столице республики это стало возможным при поддержке Фонда культурных инициатив Российской Федерации. Иммерсивная прогулка отличается от обычной экскурсии тем, что погружение в другую реальность помогают передать беспроводные наушники и актеры. Так что суета и шум города не смогут вас отвлечь. Такой вид экскурсии поможет вам стать неудержимым исследователем. Более подробно об этом мы поговорим с нашим гостем. А в гостях у нас Лада Евсеева, методист «Россия. Моя история», автор ведущего проекта «Исторические прогулки». Доброе утро. Доброе утро. Лада, вы автор многих интересных проектов, всевозможных флешмобов, каких-то культурных проектов, посвященных как раз-таки изучению истории. И вот формат иммерсивных прогулок – это что-то новое для гостей и жителей нашего города. Как возникла идея как раз-таки познакомить с таким способом изучения истории? Ну, как вы уже сказали, да, это идет в крупнейших российских городах, да, и я считаю, что вообще все наши путешествия, они должны сводиться к тому, хорошо, не сводиться, но, в частности, иметь под собой цель, а лучше притащить в наш город, красиво украсть как художник, да, и когда я видела это в Владивостоке, в Москве, там, за границей, да, я тоже такое хочу в Якутске, потому что понятно, что когда мы говорим об изучении истории, я как методист, как мама, да, я понимаю, что все, что ты хочешь передать, да, донести до людей, должно быть завернуто как-то красиво. И вот этот формат, он как раз еще очередная такая красивая обертка для конфетки. И, собственно, формат уже был придуман, велосипед уже был изобретен. Оставалось только получить деньги, потому что вот эти наушники, они стоят как самолет маленький, да, и вот на эти наушники мы получили. Вторая задача была найти тех людей, которые смогут наши экскурсии, пусть даже какие-то и достаточно динамичные, перевернуть в спектакли. То есть сделать спектакли, которые тебе интересно слушать даже дома. Вот есть такой спектакль, несколько у нас, да, из 5, который слушайте, вот сколько я его не слышу, я плачу. Не хлебом единым, на героях, благотворителях и так далее. Я как раз-таки слышала, что прям рыдают участники вот этой экскурсии. Вот, а чем она за душу берет? Ну, вот представляете, вы стоите на площади Победы, и вот как раз откуда уходили наши бойцы на фронт, и там идет сцена прощания. Это, получается, полное погружение в ту самую атмосферу. Ты слышишь, что тут кто-то обещает, дает девушке, значит, там, делает девушке предложение, она, так ты выйдешь за меня, да, там, да, и так далее. Вот это все. Поэтому, мальчик Максимка тонет, который вот
знаете, памятник, да, там, Володя Губин спасает детей, Краснояров бросается на амбразуру. Конечно, удержаться невозможно. То есть это вот самые такие интересные истории, лучшие люди города, о которых мы часто даже не вспоминаем, они попали в эти спектакли. То есть мы постарались эту историю оживить, чтобы человек мог ее прожить. Не услышать, это здание было построено, да, а вот именно прожить с этими людьми вот эти, как бы такая машина времени, которая переносит нас в определенные периоды. Но ведь это тоже не очень просто, как раз-таки таким образом преподать эту информацию. Кто вам помог в реализации проекта? Вот, в первую очередь, это, конечно, были сценаристы. Анна Пшенникова, Андрей Колодезников, Аида Попова. Они все горожане, они любят город, да, ну и плюс они умеют писать, да, то есть это была задача написать. Дальше была задача найти людей, которые будут это озвучивать. Актеры, частично есть актеры, частично, кстати, дикторы ВГТРК. Вот, но все равно там было более 70 ролей, поэтому столько актеров мы, наверное, не нашли, да. Мы просто обратились вот буквально по России через соцсети, и люди писали с Петербурга, с Перми, с Владивостока, участвовали мои дети, так, ты что, не хочешь маме помочь, да? Давай озвучивай там какого-нибудь ребенка. Вот. И таким образом у нас получился очень полифоничные спектакли, потому что есть дилетанты, есть профессионалы, а вместе получается вот такая картина, объемная очень. Ну, городов с такой историей, как Якутск, их не так много в нашей стране, потому что город Якутск, он старше и Владивостока, Иркутска, Санкт-Петербурга. Вот как шла работа как раз-таки по созданию тех самых маршрутов, кто принимал участие? Ну, маршруты же были запущены еще в том году, то есть вот прямо как для горожан, да, с тематической обзорки мы уже давно ушли, и в том году мы запустили тематические, поэтому нам было просто, уже отталкиваясь от медицинского, геологического, там, строительного и так далее маршрутов, да, уже прописывать сценаристам, что вот в этом месте надо про такой-то кусок. Ну, плюс они еще сами, ты получал сценарий и понимал, что там человек что-то сам вставил, даже то, что мы не знали, это была очень классная история, допустим, про победный марш Адама Скрябина, что в июне 1945 года войска на параде бросали вот эти фашистские знамена, да, под музыку Скрябина, репрессирована к тому времени, потому что в Москве, когда эту мелодию нашли, не знали, что это музыка репрессирована Скрябина, и вот так получилось, такой вот курьез исторический. Эту историю нам преподнес Андрей Колодезников, такой подарок был от него. Вот. Ну и что я хочу сказать еще про иммерсивные спектакли, что вот это погружение, оно же достигается еще за счет реквизита. Потому что где-то участвует НКВДшная фуражка, вот в истории с Дзержинским, да, там ТТ или наган, я не разбираюсь, но в общем нам дали какое-то оружие, оружие, да, детская игрушка, потом, конечно, очень много фотографий, да, вот если мы говорим о Залге, да, кто там проезжал, да, и люди очень удивляются, что когда понимают, что здесь Бестужев-Марлинский, Гончаров, да. После Обломова, да, где-то тут ходил, Витус Беринг, то есть те имена, которые мы видели на карте, да, люди понимают, что на самом деле где далеко Иркутск, если это только дорога от Иркутска. Да, вот это только дорога от Иркутска, и вот это все красное, это просто путь в Америку, да. Одно дело, тебе что-то говорят, как это все далеко, другое дело, ты все видишь наглядно, да. Где-то мы делаем такие большие или маленькие путеводители, то есть вот эта вот тюрьма и ссылка, это как раз люди и Машут, и Королев, и Шаламов, и тот же Сафронов репрессирован, да, и даже фотографии города 60-х годов, где люди в фуфайках мастят этим деревянными плиточками мостовую. То есть это время, когда уже открываются институты, а мостовая все еще не асфальтная, да, и так далее. Вот это, конечно, помогает почувствовать, погрузиться в ту историю. Ну, то есть вы в этих экскурсиях задействуете, во-первых, воображение тех, кто на экскурсию приходит, того, что, визуальный вот этот эффект, дополнительно у вас еще реквизит, и, как вы сказали за кадром, экскурсовод выступает при этом мимом. Ну, таким неким, да, мимом и дирижером. Проводником. Да, проводником. Потому что, когда мы, допустим, приходим к памятнику Красноярова, люди, прослушав его историю, да, как обычно самый младший участник, потому что бывают же дети, там, да, мы им вручаем эту гвоздику там, или на площади Победы, и он ее возлагает. И это нравится даже взрослым, потому что это как бы подчеркивает вот это наше уважение, да, потому что мало кто ни с того ни с сего приходит сейчас класть памятник, там, под памятник Красноярову, да, или там положить этим зайцам, спасшим от голода на территории Рославского морковку.
когда у нас тюрьма и ссылка, мы берем кусок породы и изображая этих зэков ГУЛАГа, да, там мы передаем по кругу: работайте, давайте, работайте, там, других пора вести, там, и так далее. То есть люди такие сначала пугаются немножко, потому что они все-таки привыкли, что экскурсовод это вот такой, а мы вот такие идем за ним гуськом, да, а тут их вдергивают, какие-то шапки надо одевать, какую-то породу передавать, да, значит, то они по этапу идут, то они, значит, вот на фронт провожают. Но потом они включаются, и мы уже по тому году поняли, что взрослые любят играть не меньше, чем дети, но с ними никто не играет, да? А тут им дают возможность поиграть, и они с удовольствием в это включаются. То есть это один как раз-таки из залогов успеха, как историю рассказать интересно и на современном языке. Вот лично по вашему опыту вы вообще являетесь химиком. В смысле? Не химиком? Нет, я программист. По образованию. Да, я программист. Да, то есть у вас практически нету как бы образования экскурсовода. Это как-то к вам пришло. И вот как вы до этого дошли? Кто может также сейчас, вот глядя нашу программу, заинтересовавшись этим, обучиться этой профессии, прийти и как раз-таки стать частью вот этого большого проекта? Я горжусь тем, да, что когда мы в том году начинали, в городе не было городских гидов практически. Ну, я не знаю, я их до сих пор могу по пальцам одной руки пересчитать, да. И вот с того года, проведя, наверное, около 100 экскурсий всевозможного формата, экскурсий, поездок и сейчас иммерсивных спектаклей, когда я уже сказала, что, ребят, я уезжаю, давайте кто-то меня подхватит. И было много таких же, как я, математиков, каких-то учителей русского языка, то есть людей, не имеющих отношения вообще к градоведению никакого. Такие: ну я боюсь, но мне интересно, ну вот я тоже хочу, всю жизнь мечтала и так далее. И так, ребята, все спокойно, мы всему научим, все покажем, все передадим. И вот сейчас у нас уже 5 учеников, и вчера первый ученик, вот Галина Павлова, провела экскурсию свою самостоятельную для жителей города. Вторая пришла, сегодня она уже ведет 3-ю, ей нравится, им прямо вот сразу фортуна благоволит, потому что они проходили мимо башни, она была открыта, Дьяконов Саша показал им все, они зашли в Богородицкий храм, священник вышел, показал все эти там схемы храма, я говорю, ну все, это вот прям фортуна точно повернулась передом, да, и вот сейчас у нас 4 человека еще должно подготовиться, у каждого будет свой маршрут, то есть там следы прошлого, только в Якутске, да, старый город, то есть на самом деле мы это все начали, но дальше-то оно, я думаю, что пойдет без нас уже. То есть люди, втянувшись, поняв, что не боги горшки обжигают, да, начнут какие-то свои маршруты мастерить. Потому что мы в этом году, будучи не ботаниками, запустили ботанические бродилки по стране Якутска. Я все жду, когда кто-то запустит про канализацию и так далее Якутска, да, как это вообще все строится. Или там, не знаю, про погоду, про жуков, которые ползают. Но на самом деле рассказывать можно о чем угодно. А какие еще дальнейшие планы? Ну вот, я думаю, обучать. Потому что все равно в этом году очень большой спрос на экскурсоводов. Мы не успеваем выполнять заказы. У нас каждый день по 2-3 заказа только приезжих. Плюс еще вообще-то история-то начиналась для местных. Поэтому я думаю, что как раз продолжение, это, во-первых, вот эти аудиоспектакли, они в сентябре уже выйдут как подкасты. Потому что понятно, что в такую погоду ты не пойдешь в наушниках, в снег тем более. Поэтому они будут доступны уже дома. Можно будет дома платочком слезы вытирать, да. Ну а вот наши ученики, последователи там, да, они продолжат и сделают вообще целый набор экскурсий на любой вкус и цвет, на любой возраст, на любой интерес. Ну вот под завершение нашей беседы, как раз-таки пока у нас есть возможность, во-первых, насладиться этими летними деньками, вот как их можно провести с пользой, куда нужно прийти для того, чтобы стать участником вот этой иммерсивной экскурсии? Так, ну я даже не знаю, как нам все обвиняют, что вас никак не найти, ну реально, вот. Да, сейчас нет ЕКТ, да, и нет ЕКТ, поэтому непонятно как. Ну, мы есть от Острога в Телеграме, так называется канал, да, можно через него. Мы есть на площадке TimePad, если кто-то умеет, с ней исторические прогулки, да, ну, Лада и все, это вообще достаточно набрать, мне кажется, в Facebook, ну, где сейчас можно меня набрать? В социальных сетях. Да, в социальных сетях. Есть ли как раз-таки возможность вот через музей «Россия. Моя история»? Да, можно через музей, там, я думаю, дадут мой телефон или там запишут, я перезвоню, да, потому что у нас на этой неделе и встреча с геологом, который прожил в Якутии более 60 лет, проработал, то есть ему сейчас за 80 такой старожил, и поездка по местам Гранта Григоряна забытого, да, и прогулка по товарищам ученым. Ну, в общем, мы желаем вам дальнейших успехов. Я думаю, это было очень интересно и полезно для всех, кто нас сейчас смотрит. Друзья, узнавайте свою историю, чтите ее, цените и уважайте. Ну, а прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними актуальными новостями.
Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Айсен Николаев провел рабочую встречу с вице-президентом, академиком Сибирского отделения Российской академии наук Валентином Николаевичем Пармоном. Было обсуждено дальнейшее взаимодействие, а также задачи и перспективы развития науки в республике. Кроме того, рассмотрены вопросы развития ряда крупнейших проектов национального масштаба на территории Якутии. Есть несколько вопросов, которые нас, как специалистов Академии наук, очень волнуют, и мы считаем, что здесь роль Якутии очень серьезная. Значит, прежде всего, это специальные материалы для экстремальных условий. У вас прекрасные институты и прекрасные лаборатории в университете Северо-Восточном, связанные с материаловедением. То, чем занимается, очень важно для того, чтобы, скажем так, обеспечить работоспособность той техники, которая у вас добывающая, перерабатывающая в ваших краях. В Якутии продолжается реализация программы догазификации. Наиболее масштабные работы проводятся в Якутске. По планам этого года в столице региона предусмотрено строительство 808 газопроводов. Однако наибольший показатель в процентном соотношении демонстрирует Вилюйский район. Здесь уровень выполненных работ составляет почти 95% от плана. Напомним, что для участия в программе необходимо соблюсти 3 основных критерия. Это наличие газа в городе или на слеге, в котором проживает заявитель, наличие зарегистрированного земельного участка или дома, а также использование природного газа только для нужд отопления дома и приготовления пищи. 40 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт Национальной библиотеки республики. Работы начались по поручению главы региона. Так, в этом году будет отремонтирован основной корпус. Подготовка к проводимому ремонту началась еще в начале этого года. Сотрудникам предстояло перевести свыше 1 миллиона документов и книг. Отметим, что здание не ремонтировали с 1973 года. Между тем, ремонт оставшейся части библиотеки стартует уже в будущем году. Ждем прежде всего, конечно, что библиотека распахнется в новом формате, потому что у нас содержательные изменения начали происходить уже довольно-таки давно, да, и сейчас она еще то, что наше содержание приобретет такую красивую, привлекательную форму, в первую очередь для наших любимых читателей. И надеемся, что обновленные стены Национальной библиотеки, они привлекут еще и новых читателей, в том числе в основном молодежь, конечно, мы очень хотим видеть в своих стенах. Кроме этого, в республике отремонтируют более 300 объектов образования. В настоящее время ремонтные работы ведутся во всех учреждениях. Это 210 школ, 141 детский сад и 29 объектов дополнительного образования. В прошлом году ремонтные работы были проведены на 163 объектах. Для жителей сел и труднодоступных территорий республики реализуется государственная программа, которая должна помочь в улучшении образовательной среды. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш эфир. Я надеюсь, он был для вас интересным, полезным. Вы открыли для себя что-то новое. Вы также зарядились позитивом на сегодняшний день. Ну и, конечно же, узнали последние свежие актуальные новости. Мы с вами прощаемся до завтра, чтобы снова пожелать вам доброго утра.